Сегодня, ребята, на проверочке вот такой интересный автомобиль, прям как у меня был, один в один. Тоже одноглазый, ну, обычная комплектация. 2000 подался с кем-то, что ли, блин, по сугробам ездил парень. Да. Глянем батареечку, ребята. Глянем батареечку. Что там с батареечкой? Пожалуй, глянем. Все, поставили. Сейчас хозяин расскажет, где взял такого синенького. Рассказывай, где взял такого синего. Здесь, в городе. Да? Давно? В декабре. Блин, по-моему, у меня чуть-чуть светлее было, или что, мне кажется. Я когда такой первый раз увидел в 2018 году его, прям стоит, блестит, короче. С весны, с апреля, по-моему. Прикинь, может быть даже такое, что он назад вернулся. Может быть. Может быть такое? Не знаю. Мне пришлось вот такую машину пришлось мне угнать в Приморье, чтобы продать. Ну, точнее, я поменялся на Виша, а потом куда он ушел, фиг его знает. Ну, они миллионами штук, в принципе, производились, поэтому этих синего цвета, блин, машин дохренища, короче. Это равносильно тому, что серебристых еще больше, конечно, белых еще больше. Но синие как бы редкие, но все равно их много было. Так, ну сегодня перед покупкой проверял батарейку. Короче, как всегда, да? В общем, сейчас будем проверять лотерею. Перво-наперво смотрим батарейку, потом ЕГР когда-нибудь чистил? Знаешь, что это такое? Вот это нужно по-любому. Буквально вот недавно мне один парень приезжал, что я даже не смог почистить ЕГР, короче. Сказал ему, все, бери контрактное, ставим контрактное и все, короче. Потому что там вот такой слой был. Ну, я это видео еще не монтировал, оно будет. Либо оно уже вот на момент вот этого, то, что это видео уже, когда появится, по-любому оно будет, потому что я стараюсь хронологию, короче, не нарушать. В общем, сейчас залезем, посмотрим. У меня, короче, простенький салончик был. Что у меня тут было? Ну, уже Android магнитолочку поставили, тоже кнопочки затертые. Пробег какой? Ну, уже пора, конечно, 200, машина-то не новая. Но, как всегда, вот я еще учился в их старых видосах, как дверь закрывать. Раз, два. Еще и под Наташей стоишь, да, до кучи. Климатом умеешь пользоваться? Смотрел мои видосы? Как надо 23 там ставить, 25? 23 стоит. Воздух изнутри стоит. А эко-режим стоит? Нет. Ну вот эко тоже надо включать. В общем, полезли. О, вот это вот мешает штука, ребят. Да. Это надо. Ну все тут. Кстати, у меня тоже так же было. Потому что есть еще дешевая комплектация без вот этих. Без ниши. Без ниши вот этой вот пластиковой. Бывает органайзер. Но запаска у всех есть. У 30-х приусах у всех есть. Полка есть. Полка, кстати, вот здесь вот складывается. Ее можно вот сюда положить. Она тоже как бы удобно так. Ну все, полезем. В общем, хозяин, но все равно в любом случае ее надо проверить, потому что каждые полгода, короче, чтобы гарантия продолжалась, нужны каждые полгода проверки. Лучше со снятием. В принципе, это Виктор, я его знаю, новую батарею. В принципе, он этот видос посмотрит и ничего мне против не скажет, то, что я ее проверил, обслужил. Потому что все равно же он гарантию дает. Чем она гарантию лучше отходит, тем лучше для него, так скажем. Вот, ну ладно. Вот Виктор, видите, у него фамилия какая? Лимонов Виктор. Ладно, короче, тогда с батарейкой не будем ничего делать. Товарищ приехал на ЕГР. Будем менять тогда, чистить ЕГР. И свечки посмотрим заодно. В общем, перед тем, как ЕГР чистить, надо продуть это все дело. От пыли хотя бы. Вот. Состояние. Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок,
Курнул, но вроде не навоз. Кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, ой вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок. Дымок, дымок окутал потолок. Дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, ой вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно. Вообще прибило на говно. Татань. Ну, внутри вроде как, ну видно-то, даже штока не видать. Видите, он весь в этом. Здесь тоже трубочки. Ну какой шубой покрыты. Ну и сама дудка. Ну тут о просвете даже и речи быть не может. Как бы трогать ее не буду, потом в химию все. Все в химию. Ставлю чистую. Вот это чищу. Дроссель тоже уже начал маленечко ее отмывать, откисать. Ну вот такое состояние у дросселя. В общем, как-то так. Сейчас буду чистить. Теперь коллектор. Коллектор тоже, короче, грязный. Моя задача вот эти, чтобы вот эти были чистые каналы. И все. В принципе. Больше тут ничего не такого не надо делать. Вот эта шуба, она так и так появится какое-то время. Если просто двигатель грязный уже, ничего ты с этим не сделаешь. Короче, главное вот эти проковырять отверстия. И все. Можешь. Посмотрим Аркадия Паровозова, ребят. А? Есть? Есть. Нормально. Непроходимый совсем. Непроходимый. Легкие курильщики. Нет, это для себя его сейчас. Предварительно чистить. Так, паровоз. Не проходит. Обратно убирать. Не может. Проходимости нету. Закрываешь. Видишь? Нету воздуха, отсюда не уходит. Вот за этой фигни происходит тра-та-та-та-та-та по утрам. Ну как она хочет выхлопные газы, хочет сюда пустить, а не получается. Смотри. Какой тут напор, да? Смотри, какой напор здесь. Смотри, какой напор. Круто. Какой напор, да? И он здесь не может пройти. Вот такой напор. 8 килограмм. Пройти не может. Конечно, будет идея. Ладно, летай. Есть.
Так, после чистки ЕГР сейчас посмотрим, что будет. Дроссель почистили, ЕГР почистили. Должен быть тук-тук-тук-тук. Удары небольшие. Бывает такое. Тапку в пол. Да, чуть-чуть будет потряхивание, пока она эту всю херню перемолотит. Но все равно надо посмотреть свечи. Потряхивание есть. Давай свечи посмотрим, может им уже пипец пришел. Ну все. Приус, синий Приус. Пока-пока. В следующий раз надо будет проверить, реально ли там батарейка. Реально ли там батарейка настоящая. Натер с ладошек ручничок, смешал под дозе табачок, курнул, но вроде не навоз, кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать, ой вы, афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно, прибило так, что все равно. Дымок, пошел по комнате дымок, дымок, дымок окутал потолок, дымок, пошел по комнате дымок. Вдруг сзади кто-то нам салам, но мы в ответку пополам. Зашел кентишка из налива, закинул 8 литров пива. Ну что могу сказать, ой вы,